Всем привет, я Максим Кардозов, а это Якутия. Взгляд со стороны. Здесь я рассказываю о тех интересных событиях, которые произошли за неделю в Якутии и как это выглядит извне республики. В общем, все очень субъективно. Я хочу сказать, что это личное мое мнение. Ну и вообще нужно помнить о том, что смотреть на себя со стороны иногда бывает полезно. Ну, барды-бытышки. Первым делом я просмотрел все федеральные агентства нашей страны и узнал, что же там пишут про Якутию. Первая новость, которая там всплывает, она про мужчину, который погиб в Вилюйске. Он сорвался с 3-го этажа, пытаясь выбраться из обсерватора. Вилюйские власти уже сказали о том, что это была его не первая попытка, третья. И вот, к сожалению, она закончилась так трагически. Мужчине было всего лишь 52 года. Я не знаю, что здесь можно анализировать, о чем говорить. Конечно же, это большая трагедия, смерть человека. Но здесь мне хочется сказать о том, что, наверное, всем нам в эти сложные времена, во времена самоизоляции, во времена пандемии, нужно, наверное, помнить о своей социальной ответственности. И все эти меры, которые предпринимаются властями, ограничительные, вот в Москве, например, пропуска вводят, и в Якутии тоже, я знаю, в некоторых районах, это все не просто так, это ради безопасности. Об этом нужно помнить. И вот лично мне, наверное, не так страшно заразиться коронавирусом. Конечно же, это будет очень плохо, если я вдруг заболею, это безусловно. Но мне, наверное, страшнее стать переносчиком болезни. Если я, например, выйду гулять, и кто-то заразится вот от меня, и у него будут какие-то серьезные последствия. Если это будут какие-то летальные, то это вообще будет такой груз ответственности. От коронавируса никуда не скрыться, и вся новостная повестка практически, она посвящена COVID-19, к сожалению. Вот, это главная тема сейчас. И вот еще про вирус немножечко информации. На этой неделе полицейские в Хангаласском Улусе остановили машину. Водитель был с пассажиром, и вот полицейские, когда начали осматривать автомобиль, обнаружили, что в багажнике еще лежат 3 человека, 3 пассажира. Это был таксист, который вез пассажиров из Алекминска в Якутск. И вот остановили его в Хангаласском Улусе. Вот чуточку совсем не доехал до столицы, до конечного пункта. И вот так вот не повезло. Вообще, конечно же, креативный мужик оказался, не растерялся, так сказать, и еще взял 6 тысяч рублей с каждого из этих пассажиров. Вот так этим людям нужно было попасть и необходимо в Якутск. Так сказать, здесь, конечно же, голь на выдумке хитра, авось. Я не знаю, там, что русского мужика или российского человека вообще не исправишь. Он идет на все всякие разные ухищрения для того, чтобы достичь своей цели. Можно здесь, наверное, или плакать, или смеяться. Вообще, мне интересно другое. Что стало теперь с этими пассажирами, которых высадили наверняка из машины? Они добрались до Якутска или нет? Или их отправили обратно в Алекминск? Может быть, они остались сидеть в Хангаласском Улусе? Вот что полицейские сделали с этими людьми в итоге? Вот мне это очень интересно, почему об этом вот не говорят. Вот если вы знаете, что с ними произошло, с этими героями, вот напишите в комментариях. Я об этом обязательно потом расскажу. Вот реально интересно, что там стало дальше. Еще немножечко про транспорт. Я прочитал новость о том, что жительница Якутска на этой неделе подала жалобу, я так понимаю, в городскую мэрию на водителя автобуса, который плохо с ней обращался. Он не давал ей выйти из автобуса, всячески оскорблял, я так понимаю, и показал какой-то неприятный жест. Вот. Об этом говорить, какой именно жест. Это тоже такая тайна. Ну, можно, наверное, догадаться, это либо американский, либо русский. Вот фигушка. Я не знаю, там, на что больше можно оскорбиться. В чем там была проблема? У этой женщины не работала карточка, то есть валидатор не сработал, и водитель не выпускал ее, пока она не расплатится с ним. А она сказала, что вот она уже заплатила, потому что едет на этом автобусе уже 2-й раз за день. В мэрии сказали, что с этим водителем поговорили, отстранили его от работы, но еще вот у женщины с карточкой тоже была какая-то проблема, то есть она не работала. Может быть, размагнитилась, так что кто здесь прав, кто виноват, тоже нужно разбираться. В этой ситуации, наверное, хочется сказать про того парня, который в итоге встал на защиту этой женщины, заплатил за нее проезд, в итоге водитель ее выпустил. То есть парень молодец, парень красавчик. Вот. И нужно, еще раз я вам говорю, что нужно помнить о своей ответственности, дарить добро, это добро вам потом вернется с вторицей, особенно в такие сложные времена, когда вокруг такие просто негативные новости. Нужно всегда искать какой-то позитив и помогать людям.
На этой неделе Министерство предпринимательства Якутии отчиталось о том, что за 6 дней предприятиями республики было изготовлено 200 тысяч многоразовых масок тряпичных. 200 тысяч! Я просто даже не могу представить, как это выглядит. Эти коробки с масками, это прям какие-то китайские производства. У меня такое ощущение, это прям они дененошно, что ли, там шьют. Так вот, это все хорошо, конечно. Мне еще интересно, сколько стоит такая масочка. Я вот, когда эта вся история началась с коронавирусом, вот, тоже как социально ответственный человек заказал себе многоразовую маску в интернете. Одноразовых, конечно, не найти, они просто какие-то золотые. Вообще, то есть днем с огнем не сыщешь. Так вот, я посмотрел в интернете, какие маски есть, сколько они стоят, там приценился, что там, то есть все, 5-10, заказал себе. Вот мне привезли, вот она выглядит, вот эта масочка тряпичная, ничего особенного в ней нет. Вот сшили на машинке. Кажется, самое грустное, друзья, то, что стоит, сколько эта маска, даже стыдно признаваться, 700 рублей стоит такая вот одна маска. Причем одну маску купить нельзя, как минимум нужно 3, причем заплатить нужно еще и за доставку. Теперь посчитайте, сколько это все стоит. Лох, это судьба, как говорится. Так, ладно. Я, значит, надеваю эту маску радостно. Вот так вот. И иду в магазин. На променад, конечно же, где же вот новиночки ты своей вот это вот аксессуарчиком-то главным посвятить. И к моему удивлению, сожалению, я вижу, что вот в магазине продуктовом там ряд из этих многоразовых масок. Причем они не такие вот, они прикольные, они стильные, вот реально там. Я думал, откуда эти люди находят эти маски, где они их покупают. Они, кажется, просто в магазин идут, в продуктовый, и там они лежат, эти маски красивые. Блин, и стоит одна маска 350 рублей. Можно купить одну. Да, лох по жизни это называется. Вот, и со мной таких историй происходит очень много. Очень грустно. С коронавирусом на этой неделе связаны и хорошие новости. Так, из Индонезии совершен вывозной рейс российских туристов. Среди них было 15 якутян. Также это и Влада Потапова, мисс Якутия. Вот, также там она отдыхала. И она рассказала, что с друзьями они отправились на острова еще в начале марта. Должны были вернуться на родину 2 апреля, но рейс был отменен. И вот они застряли в стране и не знали, что делать. Конечно же, очень хорошо, что они вернулись. Они сейчас находятся на самоизоляции в обсерватории. Так что, слава богу. Потому что, конечно же, мне очень сложно представить себя на месте тех людей, которые оказались изолированными, закрытыми в чужой стране. Потому что много таких случаев есть, и непонятно, что делать, особенно если страна не делает такие вот вывозные рейсы, ты просто сидишь там и тратишь свои собственные деньги. Вот мне сейчас навскидку вспоминается история одной пары молодоженов из ЮАР. Они отправились в свадебное путешествие на Мальдивы и вот оказались на острове там отрезаны, буквально. Только они там и жили, и никак не могли уехать. Причем южноафриканцев на Мальдивах оказалось вот в этот конкретный период около 40 человек. Они обратились в свое посольство, и посольство им предложило самостоятельно оплатить чартерный рейс. Он стоил $106 тысяч США. На рубли это почти 8 миллионов рублей. Если разделить это на человека, я разделил, это почти 200 тысяч. Нужно заплатить было каждому человеку для того, чтобы выбраться с этих Мальдив. Это просто какие-то большие деньги, действительно, для многих. И вот люди сначала отказались, потому что они думали, что государство как-то их поддержит. И решили оставаться на этом острове. В итоге 20 дней они там прожили. Ситуация никак не изменилась. Консульство также им предлагало один лишь вариант – заказать себе чартерный рейс. Что они сделали? Они все влезли в долги и заплатили по 200 тысяч рублей каждый за билет и уехали на родину. Вот так вот. И, конечно же, сейчас лучше отсиживаться где-то дома. Вспомнилась еще одна история, которую тоже я прочитал на этой неделе. Тоже связана с иностранцами в зарубежье. Вот одна из наших соотечественниц, якутянка, она живет в Китае, и она написала в Инстаграм такой пост, что ее хотели выселить из дома, вот Дом управ хотел ее выселить из дома из-за того, что она иностранка. И типа вот она может являться угрозой и переносчиком коронавируса, хотя они в России не были в течение нескольких месяцев уже, сидели дома на изоляции, и ничто не предвещало беды, как говорится. Непонятно было, что делать, но, слава богу, здесь тоже вмешалось наше российское посольство.
И консульство, и полицейские встали на сторону этой девушки, и ситуация разъяснилась, и Дому управы сказали: ай-яй-яй-яй, так делать нельзя, это незаконно. Хорошо, все, что хорошо, кончается. Так что лучше быть дома. А теперь переходим к новостям, которые не связаны с коронавирусом. Слава богу. Я прочитал на этой неделе, что один из глав наследников Мегино-Кангаласского района, он обвиняется в краже денежных средств. Мужчина нашел на улице банковскую кредитную карточку. Ну и что он сделал? Он, конечно, ее забрал, что, понятное дело, это подарок небес, божественный дар. Халява, халява! Что он сделал? Он начал тратить деньги с этой карты. Друзья, он на общую сумму 5000 рублей он купил продуктов в разное время, причем делал это умышленно, то есть так, чтобы пин-код не использовать, там до 1000 рублей были у него покупки. И что ж, его быстро нашли, обнаружили и предъявили ему теперь обвинение. Что я хочу сказать? Не берите другое, друзья. Вообще, конечно же, к таким вещам у меня очень такое подозрительное отношение. Я вот когда вижу деньги, которые вот лежат на улице, я вот 100 раз вот подумаю, что вообще... И, скорее всего, пройду мимо, потому что с этими деньгами связано? Чьи это деньги? Там, может, они на веревочку привязаны? Там, это... огромный тоже какой-то, не знаю, бэкграунд непонятной негативной энергетики, который может с тобой произойти. И вот я обычно оставляю эти деньги там, где они лежат. Вот что вы делаете, кстати? Да? Что вы делаете в такой ситуации, если вот найдете 5000-ную купюру на улице? Хотя 5000-ную, наверное, можно. Да? Или нет? Это уже вопрос дискуссионный, так сказать. Ну ладно. Вообще не бывает ничего просто так. Вот мне кажется, что просто так ничего не бывает. И если вот не взять деньги или вернуть их владельцу этот кошелек, то вам же больше вернется добра. И денег в том числе. Это моя позиция такая, наверное. В якутском интернете на этой неделе много обсуждали и центр Олонхо, который должен был строится на берегу Сайсарского озера. Уже объявлено, что деньги с больших строек перенаправят на борьбу с коронавирусом, и это правильно. Вот, в число этих строек вошел и Олонхо-центр. Но, кстати, некоторые люди, наши земляки в интернете обсуждают идею, чтобы не строить этот центр Олонхо, а построить на его месте, например, или за счет этих денег аквапарк. Как вам такая идея? Развернулась большая дискуссия. Кто-то говорит, аквапарк нужен, другие говорят, аквапарк не нужен. Вот, наверное, это очень такая утопическая история, на мой взгляд, строительство в Якутии аквапарка, крытого большого, потому что он должен быть большой, все-таки не на одну горочку, да, не сауну строим, как говорится. Причем это должны быть частные инвестиции, а купиться такое большое сооружение, наверное, в Якутии и не сможет. Хотя многие интернет-пользователи писали о том, что вот если построить этот аквапарк, сделать его в каком-то вот стиле в якутском национальном, там горки в виде ленских столбов, там что-то морозные какие-то волны, чтобы привлекать таким образом туристов, то потянутся туристы в нашу республику специально смотреть на этот вот Олонхо аквапарк. Не знаю. Не знаю, насколько эта идея может быть реализована. На заметку, вот если у вас есть лишние деньги, вы можете, наверное, подумать над этим бизнес-проектом. Завтра, 27 апреля, День Республики, и он, опять же, будет проходить в новом формате, в онлайн. Я так прочитал, что из громкоговорителей на проспекте Ленина будет все утро литься якутская музыка, будут читать стихи, в интернете предусмотрено огромное количество флешмобов, конкурсов, там знаменитости будут передавать якутский флаг из рук в руки, будут петь песни, читать стихи, в общем, все будет такое патриотичное, инновационное, интересное. В Москве тоже, кстати, планируют провести День Республики Якутия, тоже в онлайн, тоже в различных мессенджерах, и там тоже предусмотрено огромное количество разных мероприятий, и также онлайн-концерт, который тоже можно будет посмотреть через интернет и таким образом отметить этот праздник. И, наверное, нужно посмотреть, как он пройдет,
и уже приготовиться ко всем остальным большим праздникам, которые будут идти далее. Это 1 мая, 9 мая и так далее и тому подобное. И вот, наверное, в каком-то таком формате будут проходить все ближайшие торжества. На этом у меня все. Ставьте лайк, если понравилось, дизлайк, если не понравилось, что ж тут поделать. По крайней мере, это будет понятно, это будет такой интерактив. Посмотрели, не посмотрели. В общем, все важно. Оставляйте комментарии, если хотите. Вот, ну, увидимся на следующей неделе. Это был Максим Кардозу и Якутия. Взгляд со стороны.